Бундестаге была создана уйгурская парламентская группа, которая предпримет важные шаги для уйгуров, проживающих в Германии и Европе. 5 сентября 2023 года Всемирный уйгурский конгресс открыл уйгурскую парламентскую группу, которой совместно руководит Федеральное собрание Германии. Группу возглавляют заместитель председателя Петер Хайт, заместитель вице-президента Дерия Тюркнахабур, заместитель Борис Миятович, заместитель Михаэль Брандт, представленный заместителем Норбертом Альтенкампом и заместитель Ульрих Лехте. Мероприятие было отмечено оживленным празднованием уйгурской культуры и успешно объединило членов Бундестага и уйгурской диаспоры. Сразу после визита лидера Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина в Урумчи бывший председатель Национального комитета по делам религии Китая Цзюй Маоху был арестован за получение крупных сумм взяток. Цзюй Маоху, бывший заместитель начальника рабочего отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая и бывший председатель Национального комитета по делам религий, был арестован по обвинению в серьезном нарушении партийной дисциплины и законов, злоупотреблении своим положением и получении крупных сумм взяток. В то время как режим Коммунистической партии Китая обвиняется международным сообществом в преступлениях против человечности и геноциде в Восточном Туркестане и серьезных нарушениях прав человека в Тибете, сообщается, что Пекин планирует организовать поездку в Тибет для послов некоторых постоянных членов Организации Объединенных Наций, чтобы скрыть преступления систематической ассимиляции. По данным Reuters, Китай, который на каждом заседании, организованном Советом ООН по правам человека, пытается отрицать систематический геноцид в Восточном Туркестане и Тибете, как с помощью ложных показаний, так и с помощью лжесвидетелей, организует поездку в Тибет, чтобы послы некоторых стран при ООН посетили Тибет, чтобы опровергнуть осуждение и критику международного сообщества в адрес Китая, хотя тибетский вопрос будет обсуждаться на первой сессии в следующем году. На пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил недавнее оживление контактов между Северной Кореей и Россией. Салливан сказал, что он предостерег Северную Корею от поставки оружия России, добавив, что Вашингтон будет продолжать использовать возможности, чтобы удержать Пхеньян от принятия мер по продаже оружия. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объявила, что группа российских наемников Вагнера, которая, по ее словам, была ясна и проста, это террористы, будет включена в британский список террористических организаций. По данным местных СМИ, Браверман описала группу Вагнера как военную машину президента России Владимира Путина за пределами России. Бывший президент США Дональд Трамп является явным фаворитом среди кандидатов от республиканской партии в опросе на президентских праймериз 2024 года с 52%. Последний опрос, проведенный CNN, показал, что Трамп остается популярным среди республиканской базы, несмотря на обвинения в его адрес со стороны штатов и федеральных властей.